أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ничто не вечно под луной, как говорит поэт, и все мы когда-нибудь уйдем из этого мира. Этот уход Аллах Субхану ва Тааля назвал аджалем, смертью. И говоря в Коране, «Куллю нафсин заикатуль маут». Каждая душа, живая душа, вкусит смерть, объясняет он нам. «Куллю ман галайха фан». Все то, что я создал, говорит Аллах, у него есть предел, есть обозначенный срок. «Ваябка ваджху раббика дил джалали валь икрам». Только Аллах вечен. Ничто и никто не вечен в этом мире. Аллах Субхану ва Тааля создал смерть для нас как увещевание, как насихат, как вааз, для того, чтобы мы поразмышляли и исправляли свои морали и нравственные качества. Морально-нравственные качества должны быть такими, которые определены Аллахом, тем Создателем, который Он нам определил. Смерть определена. Смерть устроена так, что она для нас становится страшной. Но Аллах Субхану ва Тааля говорит, что не бойтесь. «Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун». Все и вся, и вы, и все то, что вас окружает, это мои творения. Я создал. Вы от меня, то есть то от моего, вы мои создания. То есть вы мои создания, творения, говорит Аллах Субхану ва Тааля. И ко мне все возвратитесь. Возвращаясь, предстанете передо мной и будете отвечать за все те поступки, которые вы совершали в этом мире. Я вам даю какие-то обязанности, возлагаю на вас какие-то обязанности, которые вы должны выполнять, и за это вы будете спрошены. Все то, что вам предлагалось, вся милость, которая была вам дана в этом мире, говорит Аллах Субхану ва Тааля, за это вы будете спрошены. За все. И не думайте, что вы останетесь навечно на земле. Иннама юдриккуль маут валау кунтум фи буруджим мушайяда. То есть настигнет вас смерть, где бы вы ни были. Даже если вы находитесь и прячетесь в высоченных башнях и окружили себя теми богатствами земли, этого мира, этого света, и даже если у вас очень много таких близких, знакомых и тех людей, которые могут вас поддержать, нет, ничего вас не спасет. Ничего не спасет. Но сами себя не кидайте своими руками, не приближайте смерть. То есть будьте бдительны. Аллах Субхану ва Тааля дал вам тело, чтобы сохранить эту душу, дал вам разум, чтобы вы шли по тому пути, которые определены Кораном и сунной пророка Мухаммада ﷺ. Сират аль-Мустаким, этот путь, прямой путь, праведный путь. Аллах Субхану ва Тааля дал нам смерть как увещевание, говорит Мухаммад ﷺ. Увещевание, самое сильное увещевание, вааз, самый сильный насихат, это смерть, говорит Мухаммад ﷺ. Из-за этого, если видите похоронную процессию мусульманина или другого не мусульманина, то встаньте. Если мусульманин, то пройдитесь, проводите его, хотя бы сделайте 40 шагов. А еще лучше проводите до кладбища, поразмышляйте. И когда вы становитесь на джаназа намаз, то тоже поразмышляйте, что на этом месте я тоже буду лежать, и тоже соберутся люди и будут читать джаназа намаз. Но Аллах Субхану ва Тааля сделал разные ситуации для того, чтобы скрыть истинную причину смерти. Истинная причина смерти только становится
раскрыты для истинно верующих, которые понимают, что смерть, аджаль, то есть конечный срок, определен Аллахом. А для тех, которые беспечные и не стараются думать о будущей жизни, а только бегают за теми удовольствиями и за своим нафсом, за теми удовольствиями этого бренного мира, они, конечно, не стараются размышлять. Они думают, что есть какая-то причина, то ли из-за болезней, то ли из-за каких-то ситуаций, типа аварий, типа преступлений человек умирает. Нет же, Аллах Субхану ва Тааля говорит, что нет, смерть – это то, которое я определил как аджаль, как срок, последний срок. А все это просто как занавесы на ваших глазах, чтобы вы поразмышляли, что Аллах Субхану ва Тааля в любое время, в любом месте Аллах Субхану ва Тааля может забрать ваши души и представить перед собой. Мы предстанем перед Аллахом и будем отвечать за все те деяния, которые мы совершали на этой земле. За все, за каждый глоток воздуха, за каждый глоток воды, за каждый кусочек пищи, за каждый вид одежды, за каждое свое слово и за каждый свой поступок. Рамазан – очень доброе время, когда мы можем за все свои прегрешения, за все свои ошибки попросить прощения, потому что Рамазан – это такое время, когда прощаются грехи, исполняется желание человека. Просите, и я отвечу вам, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Просите, не стесняйтесь. Удгуни астаджиб лакум. Просите меня, и я отвечу на ваши мольбы, на ваши просьбы. Второй десяток месяца Рамазан. 10 дней прощения наших грехов. Первые 10 дней это было как бы милостью Аллаха. Они пролетели очень быстро, и даже мы не заметили. Следующие 10 дней более сложные, то есть человек начинает уставать. Потом идет третий десяток, еще более сложный, который называется удержанием человека от зла огня гиены, от спасения человека. Аллах Субхану ва Тааля спасает тем самым от зла огня гиены Джаханнама. Рамазан – очень благословенное время. Мы должны почаще размышлять о том, что мы когда-нибудь уйдем из этого мира. Причин будет много. Может быть болезнь, может быть от рук преступника, может быть случайные какие-то ситуации. Причины разные. Но смерть одна и та же. Она определена Аллахом точно в том времени, когда ты должен уйти, когда твоя душа должна покинуть твое тело. Мы, размышляя об этом, исправляем свой характер, исправляем свою нравственность. Я послан к вам, чтобы исправить ваши нравственности и ваши характеры, говорит Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. И мы стараемся сделать свои морально-нравственные качества сообразно тем моральным нравственным качествам, которые были у пророка Мухаммада, которые четко, подчеркнуто нам вменены в Коране. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.